Этот инцидент произошел в независимом пресс-центре в Москве. В ходе пресс-конференции, посвященной ситуации в Чечне, правозащитник Игорь Каляпин сказал, что Рамзан Кадыров якобы нарушает законы Российской Федерации, а он, как настоящий защитник прав граждан Чечни, в связи с этим обратился с жалобой в Генпрокуратуру. Именно эти заявления главы комитета против пыток вызвали негодование у присутствовавших в зале молодых людей. В знак протеста они забросали Каляпина и его коллег яйцами. Все совершенно очевидно. Должностное лицо высокопоставленное нарушило российские законы, призвало к совершению насильственных антиконституционных действий. Пожалуйста, присядьте. Я потом с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Можно? Так, друзья, значит, если вы меня перекричать пытаетесь, у вас это не получится, уверяю вас. Вы защищаете преступника. История началась после вылазки террористов в Грозном 4 декабря. В ту ночь в ходе спецоперации было ликвидировано 11 боевиков. Погибшие и раненые есть и среди сотрудников силовых структур. После этого глава Чечни Рамзан Кадыров, как и ранее, заявил, что родные преступников должны отвечать за поступки своих детей. В этом его поддержали не только жители Чеченской республики, но и представители других регионов Северного Кавказа, где сильны родственные узы. Правозащитные организации смещают акценты, говоря о том, насколько эффективно нужно взаимодействовать с террористами и так далее. На мой взгляд, здесь идет подмена понятий. Люди, которые, взяв оружие, пытаются убивать людей для того, чтобы что-то доказать, ни одна идея недостойна этого. И вот эта подмена будоражит общественность. Для жителей Северного Кавказа это очень болезненно. И, к сожалению, мы сейчас с вами говорим о том, что как будут развиваться события дальше, забывая о тех людях, сотрудниках правоохранительных органов, которые фактически каждый день, рискуя своей жизнью, обеспечивают покой граждан. О покое мирных граждан и о судьбе погибших в трагедии сотрудников Каляпин, конечно, не думает. Правозащитники, которые хорошо знают его, рассказывают, что Каляпин категорически отказывается представлять и защищать интересы кавказцев в Москве. Судьба террористов его интересует куда больше. Фактически своими действиями он выступает в поддержку террористов, и если не публично поддерживает их, то, по крайней мере, негласно не осуждает, что в свою очередь говорит в условиях, наших условиях, говорит о фактической поддержке. И такого человека нужно, наоборот, считать предателем интересов Российской Федерации, а не так, как он, пытается возвести себя на некий пьедестал, говорить о том, что вот он единственный, чуть ли не который занимается защитой прав, интересов. На самом деле не является он ни защитой интересов народа. Люди, которые не работают непосредственно в поле у нас в Чеченской Республике, они лучше знают ситуацию в Чеченской Республике, они хорошо знают, и кто он такой, и что нужно сегодня нашему обществу, чеченскому обществу. И их позиция идет вразрез с позицией, которую высказывает тот же самый Каляпин. Его позиция неверна, вредна, она предательская, и поэтому подлежит всяческому осуждению и обструкции. Игорь Каляпин озабоченный судьбой чеченских правозащитников. Они, по его мнению, находятся в опасности. Оправившись от яйцевой атаки, он заявил, что он-то личность в стране известная, и ему бояться нечего. Тревогу вызывают коллеги, оставшиеся на родине. Их могут закидать гранатами. Что за разговор забросает гранатами? Кого он провоцирует против нас? Я считаю, что это не просто, он уже совершает, преступление. Он просто подталкивает на это людей. Считаю, что он должен серьезно подумать на том месте, он работает. И считаю, что не просто извинения в данном случае абсолютно не нужны нам его, но он должен понять, что он работает на Россию или не на Россию, во благо нашего народа или во вред. Вот этот вопрос я ему задаю. Общество сегодня осуждает родителей, которые, зная о намерениях своих детей, не предприняли никаких действий, чтобы остановить террористов, став тем самым пассивными участниками кровопролития. Семьи боевиков, согласно чеченскому обычаю, покинули республику. Однако всенародное общественное порицание почему-то вызвало недовольствие некоторых псевдоправозащитников из Москвы. Просто заказ идет. Им нужно раскачивать ситуацию у нас в Российской Федерации. В данном случае
Чеченской Республики. Мы, дагестанцы, как соседи, хотим заявить, что мы рядом в этот момент с народом Чеченской Республики. И мы поддержим то, что говорит президент Чеченской Республики. Я не знаю, откуда Игорь Каляпин взял на себя такую миссию говорить за нас. Мы, чеченские правозащитники, в состоянии сегодня сказать о нарушениях, если таковые есть, о том, что здесь происходит. И в тот все-таки трагичный момент, когда погибли люди, когда произошла эта трагедия, когда каждый из нас пережил это как собственное горе, Каляпин почему-то не соболезнованием к нам обратился, а осуждением. Вот это нас действительно возмущает. Им чем хуже в нашей республике, тем лучше, говорят о некоторых из своих коллег чеченские правозащитники. Они не являются борцами за правду, тем более их не интересуют права и свободы людей. Их задача – собрать негативную информацию. Ведь только так можно получить средства на мнимую борьбу со злом. Но прежде необходимо найти врага. Активность Каляпина объяснима, если учесть, что каждое его упоминание в средствах массовой информации, в которых он противопоставляет себя главе Чеченской Республики, есть для его пиара жирный плюс. Такое позиционирование не раз давало Каляпину возможность выбивать у западных спонсоров большие финансовые средства на мнимые правозащитные цели и задачи. Деньги немалые. По информации, представленной на сайте Комитета против пыток, только в 2013 году различные европейские фонды выделили Игорю Каляпину более 44 миллионов рублей, направленных на привитие народу недоверия к институтам власти. Заявление в адрес Рамзана Кадырова – еще один способ выбить очередной грант. Почему-то, сидя где-то в Москве или еще где-то в Европе, почему-то все болеют душой за Чеченскую Республику. Почему-то мы не идем туда и не выявляем их нарушения, хотя тысячекратно больше нарушаются их права. Но сказать, что у нас нарушаются, не нарушаются права, у нас, как и везде, во всех государствах, есть кто нарушает. Для них, конечно, они считают, что их права ущемляются, нарушаются. Между тем, деятельностью борца за права чеченского народа заинтересовался и Рамзан Кадыров. Он заявил, что необходимо проверить руководителя Комитета против пыток Игоря Каляпина на предмет его связи с боевиками и иностранными спецслужбами. У компетентных органов имеется информация, что деньги западных спецслужб от Ахмада Умарова передал бандитам человек по фамилии Каляпин. Нужно проверить, не об этом ли Каляпине идет речь, а если подтвердится, предъявить спрос. Я не позволю никому, ни под какой маской содействовать бандитам. Мне нет разницы, какое у него в кармане удостоверение, от какого посольства он получает вознаграждение. Я взял на себя ответственность обеспечить безопасность населения, и я это сделаю, хоть весь Запад и все его приспешники вверх дном перевернутся. Слова главы Чечни хорошо понимают ближайшие соседи. Жители Беслана, пережившие этот ужас однажды, уверены в том, что для безопасности населения надо принимать самые жесткие меры. Я приветствую решительные методы Рамзана Кадырова в борьбе с терроризмом и непосредственно с террористами у себя в республике. Рамзан Кадыров – это человек, который несет ответственность за жизнь и безопасность своей республики, населения своей республики. Всем известно отношение жителей Беслана, отношение Комитета матери Беслана к террористам, к терроризму. И поэтому в нашем случае еще в 2010 году было написано обращение тогда к президенту Медведеву о том, что нужно принимать самые жесткие меры по отношению к пособникам террористов. Нужно выявлять пособников, членов их семей, их друзей, выявлять круг общения, выявлять людей, которые лечат их там в лесных лагерях, которые обеспечивают их продовольствием, обеспечивают их одеждой, которые оказывают моральную, материальную поддержку. Нужно выявлять роль участия каждого и этих людей, которые, могу сказать, тоже являются террористами. Чтобы не обвинять одного человека в жесткости, государство должно ужесточить свои законы. Когда законы не позволяют в полной мере бороться с тем же, допустим, терроризмом, сегодня ощущается вот это то, что эти законы не всегда срабатывают, не всегда вот адекватны существующей обстановке. В этом случае, конечно же,
В любом случае, по нашему менталитету, по менталитету чеченского народа и других горских народов, в любом случае родственники в той или иной степени несут ответственность. Каляпин не единственный представитель борцов за права и свободы человека, чья адекватность вызывает сомнения. Наряду с ним призывы к террору и насилию звучат и от украинских депутатов Игоря Мосейчука, Юрия Березы и Андрея Левуса. Примечательно, что после теракта ни один из так называемых правозащитников и сторонников европейских ценностей не выразил слов соболезнования семьям погибших сотрудников. Как можно оправдывать интересы убийц, не замечая жертвы и страдания, которые они принесли? Если общество будет игнорировать такие высказывания, возможно, завтра мы получим еще один кровавый дом печати или Беслан. Дагмара Кисаева, Жамлаил Хаджилиев. Новости.